Добро пожаловать в новый день. Пятница на календаре, 7 февраля. Катерина Винокурова, Иван Луцкан. Приветствуем вас на главном утре республики. Да, многие сегодня вздохнут и скажут, ну, наконец-то пятница. И у всех сразу хорошее настроение, потому что впереди ждут долгожданные выходные. Ну, для тех, кто, по крайней мере, работает в пятидневку. Ну, а те, кто работает посменно, скажут, возможно, у меня завтра суббота. Какой сегодня праздник? Сегодня, 7 февраля, достаточно молодой праздник, отмечают представители бизнес-образования России. А в далеком 1863 году запатентован первый огнетушитель. Ну а тем, кто в данное время находится в отпуске, а именно отдыхает в излюбленной многими стране Таиланд, повезет увидеть в течение ближайших 3 дней одно из самых красивых и впечатляющих событий. Фестиваль цветов проходит традиционно в городе Чиангмай, и он буквально утопает в это время в цветах. Цветов там действительно очень много, именно февраль месяц, пора их цветения. Ну а сегодня в нашей студии появятся очень интересные гости. Во-первых, в начале нашего эфира, буквально через несколько минут, мы поговорим о школьном питании, как правильно подобрать меню для школьника. И к нам придут специалисты в этой области. Также чуть позже мы поговорим об Институте гуманитарных исследований и проблем коренных малочисленных народов Севера. Что за институт, чем занимается, какие последние научные разработки имеет. Подойдут представители Малой академии наук, а также мы еще поговорим, что же за стартап-школа началась в республике и кого она готовит, и можно ли там в ней принять участие абсолютно бесплатно. Так что оставайтесь вместе с нами, я думаю, будет весьма интересно для всех широких слоев населения, как у нас любят говорить. Да, поэтому готовьте заранее свои вопросы, отправлять их вы можете на наш WhatsApp номер, который видите сейчас на экране. Также благодаря WhatsApp вы можете поздравить своих родных, близких или просто пожелать удачного, хорошего дня. Ну а далее свежий прогноз погоды на день 7 февраля. По данным Якутского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах утром температура воздуха составила минус 42, минус 43 градуса. Днем ожидается минус 34, минус 37 градусов. В Заречных утром минус 43, минус 46, днем минус 35, минус 39. В южных Улусах минус 32, минус 35 утром, днем минус 23, минус 26 градусов. В Вилюйских минус 35, минус 45 утром, днем минус 29, минус 39 градусов. В Нижнеленских минус 45, минус 48 утром, днем минус 41, минус 43 градуса. В западных минус 23, минус 36 утром, днем минус 18, минус 28. В Колыменде-Гирских минус 27, минус 40 утром, днем минус 26, минус 39 градусов. В Янских минус 30, минус 40 утром, днем минус 31, минус 38. На северо-западе минус 28, минус 35 утром, днем минус 22, минус 32 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 43 градуса. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 37, минус 39 градусов. Все равно не жарко, морозы продолжаются, да. И по предварительным данным они еще продлятся и выходные. Холоднее даже, чем вот так вчера. Вот делаем, да. Ну, вчера 44, сегодня 43. Чуть-чуть теплее. Ну, вот днем имею в виду. Ну да. Я вчера заглянула так наперед и во вторник посмотрела, минус 18 градусов ожидается. А у меня данные были вообще минус 11. Может быть, действительно здорово это будет, снежок пойдет, так приятно будет. И вспомним о приближающейся весне. Ну а мы хотим напомнить, что наша телекомпания запустила челлендж «Рингтон Победы к 75-летию Великой Победы».
Участие в нем может принять каждый желающий. Для этого нужно установить на своем телефоне в качестве рингтона одну из песен военных лет. Надеемся, что акция охватит всю нашу страну. Военную песню можно скачать из iTunes или любого сайта для владельцев Android. Присоединяйтесь к нашей акции. Генеральный директор нашей компании НВК «Саха» Олег Марков бросил первый вызов своим региональным коллегам и Министерству инноваций и цифрового развития республики. И первым вызов принял генеральный директор 12-го телеканала в Омске Артем Серов. Меня зовут Артем Серов, я генеральный директор 12-го телеканала «Город Омск». Я принял вызов от своего коллеги, директора НВК «Саха-Якутия» Олега Маркова и присоединяюсь к акции, приуроченной к 75-летию Великой Победы. Наберите, пожалуйста, кто-нибудь меня. На свой телефон в качестве звонка я уже установил одну из любимых своих военных песен. И теперь я бросаю вызов генеральному директору телеканала «Иртыш» Елене Ильиничне Маренис и генеральному директору Омского радио Игорю Заверюхе. Присоединяйтесь к акции, скачивайте на свой телефон звонок, любимую песню военных лет, снимайте это все на видео и выкладывайте в интернет с хэштегом «Рингтон Победы». Это не все акции, которые посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Напоминаю, что мы продолжаем акцию, связанную с исполнением песни «Катюша». Если у вас в коллективе более 10 человек, то вы смело можете принять участие в этом мероприятии. Достаточно записать исполнение этой песни на смартфон и отправить к нам на почту utro.nvk@mail.ru. И вы займете свое достойное место в эфире нашего канала и нашей программы, как это сделали вот как раз-таки представители 26-й школы. Школа номер 26, песню «Катюша» они исполнили на 4 разных языках. Руководитель клуба Христина Ивановна Чусовская. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. Рады зачитать сообщение, которое поступило на наш WhatsApp номер. Сегодня, 7 февраля, в Среднеколымске наконец открывается новая, красивая, просторная детская школа искусств. Поздравляем всех наших детишек, учителей и родителей, творческих успехов и процветания. Ура!
очень рады. Да, где-то школы открываются детские, а где-то и активированный день объявляется. Это в Верхоянске, по-моему, было сообщение, у них минус 53, да. по-моему, да, вот мы успели прочитать. Да, серьезно, да, вот минус 53, активированный день с 1 по 9 класс. Вот. А мы продолжаем школьную тему. Буквально недавно президент нашей страны в федеральном послании сказал о том, что необходимо обеспечить школьников начальных классов горячим питанием. О школьном питании не только мы поговорим с гостем нашей студии. Это Ульяна Михайловна Лебедева, кандидат медицинских наук, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Ульяна Михайловна. Доброе утро, Ульяна Михайловна. Ну, расскажите, каким должно быть школьное питание, какие основные составляющие? Доброе утро. Ну, школьное питание сейчас наиболее актуализировано вот тем, что президент страны обратился к Федеральному собранию посланием, что детей нужно кормить. Да? И для этого есть основные такие нормативы. Да? Это нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, даже от 2008 года, ну, последняя версия, и требования СНПИН. И в соответствии этих требований СНПИН и нормативов вот мы, да, специалисты в области питания, ученые, разработали единые такие региональные меню для 3 видов. Это для школьников с 7 до 11, с 12 до 18 лет, и для дошкольников с года до 3, с 3 до 7 лет, и для оздоровительных центров, для детей, которые находятся в оздоровительных центрах и в летних лагерях. Вот так они выглядят. Да? Вот так они выглядят. И они, вот эти менюшки, они согласованы, утверждены с главным санитарным врачом, руководителем управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия Маргаритой Егоровной Игнатьевой. Да. Я что хочу сказать? В преддверии Российского дня науки, да, это действительно такой вклад для развития, для социально-экономического развития и для научно-технологического развития региона, потому что вот эти разработки, они являются как методика, да, методика в соответствии всех требований, как должны мы кормить своих детишек для того, чтобы они росли и развивались здоровенькими, умненькими и сильными. Вот. И конечно, вот эти разработки, они увидели свет благодаря тому труду, да, ученых и специалистов в области питания, там, педиатрии, гигиены, да, для того, вот многолетний труд, который нужно сейчас вот с момента подписания вот от 5 марта 2019 года мы активно внедряем. И на сегодняшний день вот много школ в городе Якутске, которые вот применяют, ну, переходят к этому меню, и по республике. А вот где района. можно с ними ознакомиться? Вот где-то они есть в свободном доступе, чтобы В можно свободном вот родителям даже почитать? Да, в свободном доступе они есть в методических рекомендациях. Да? А сами документы, они как документы-нормативы, имеются в управлении Роспотребнадзора, Министерства науки, образования и науки, Министерстве здравоохранения и у самих разработчиков, у федерального университета. Ну, вот мы обратили внимание, что там прямо технологические карты, Да. что необходимо готовить детям, да? Вот они тем вот актуальны и имеются вот такая новые вот эти подходы, да, что мы не только разработали рационы, да, меню, но и к ним вот рассчитали пищевую ценность, да, вот этих рационов, то, что требуется по новым подходам СНПИНа и норм питания, да, и плюс еще к ним разработали технологические карты каждому блюду, которое будет подаваться и подается для детского, школьного, дошкольного и для оздоровительного стола. Ну вот у вас еще есть книги, которые связаны больше с обучением самих детей, как правильно питаться. Да, ну,
Здоровое правильное питание, оно не только включает подачи продуктов и блюд, да, а для того, чтобы дети хорошо воспринимали и хорошо потребляли, мы должны проводить очень такую большую усиленную работу информационно-образовательную. Вот наша передача как раз и фрагмент той части, которую мы тоже подаем. И поэтому через средства массовой информации тоже мы должны много говорить о здоровом питании, да, о принципах здорового питания, что туда содержательно включает. И на данный момент нами, тоже учеными, специалистами в области питания, педиатрии, гигиены, разработаны с 2009 года первое учебно-методическое пособие входило, сейчас я скажу, Да, поэтому, я покажу, да, это образовательная программа, да, когда мы разработали, когда внедряли и внедряем национальную программу «Школьное молоко», да. Это такая программа, которая работает почти что в 60 регионах Российской Федерации. И вот в такой, не только мы же должны подавать не только одно блюдо или один продукт, да. Рацион составляет, чем больше разнообразный рацион, тем лучше для роста развития, потому что в каждом продукте имеются определенные отдельные пищевые вещества, которые включают, дают работать отдельным органам и функциям организма. И вот данная разработка, она появилась в прошлом году, тоже в 2019. Мы эти разработки презентовали в марте 2019 года, когда проводили 4-й форум по подготовке медицинских работников и работников пищеблоков образовательных организаций. Уже с 2012 года, каждые 2 года, в 2 года один раз проходит такой форум республиканский, и мы обучаем, да, информируем наших медицинских работников и работников пищеблоков в разных аспектах развития, как нужно, развитие и технологий, и в этих медицинской части, и с гигиенической стороны, вот на этом форуме. Да? Елена Михайловна, а вот у нас время просто ограничено, да? Вот если так коротко, какой совет родителям, как должен начинаться завтрак его ребенка? Правильный завтрак. Правильный завтрак, он должен включать, я еще раз повторюсь, разнообразие. Чем больше разнообразия, тем лучше. Потому что один продукт содержит то вещество, другой продукт максимально те вещества. Да? И поэтому я могу даже вытащить вот этот, да, и получается, вот в школьном завтраке вообще из суточного рациона 60-70% ребенок должен получать. Да. А до того, они же в 10 часов где-то завтракают, да, и до того дома, естественно, конечно, он должен легкий какой-то завтрак тоже получить. Это в виде каши, фруктов, в виде каких-то там отдельных элементов, да, продуктов. Он должен получить, и потом уже прийти и покушать второй завтрак и обед в школе. Спасибо большое, Елена Михайловна, что подошли к нам в студию. Вы всегда интересно рассказываете, просто можно заслушаться. Надеюсь, что вы еще раз станете гостем нашей студии и уже подробнее поговорим непосредственно по тем меню, которые будут предлагать в наших школьных столовых нашим детям. Спасибо. И Отличного с Днем дня вам российской сегодня. науки. Спасибо. Мы продолжаем. Родные 14-летний брат Дима и 7-летняя сестренка Ангелина. Очень дружные, любящие друг друга дети. Они домашние, умные, добрые. И мы надеемся, что Дима и Ангелина обязательно обретут семью. Знакомьтесь, родные сестра Ангелина и брат Дима. Меня зовут Дима. Мне 14 лет. Это моя сестра Ангелина, ей 5 лет. Учусь я в 7 классе, любимые предметы физра и технологии. Расскажи. Сестра у меня ходит в садик, хорошая, послушная. Любит дома помогать посуду мыть. Убирать. Полы мыть. Это так. Убирали дома.
игрушки за собой убираю. Вы вместе играете с Димой? Да. Какие игры играете? Он меня на сейке катает, на ручках носит. Мы очень надеемся, что для Димы и Ангелины найдется семья. Пятница, 7 февраля на календаре. Впереди нас ждут для всех нас долгожданные выходные. Интересно, как проводят их наши жители нашего города. Нянчусь с племяшками. Выходные у нас проходят очень хорошо. И работаем, как всегда, очень хорошо. Ну, постараюсь выбраться на природу, меньше времени в городе проводить. Почему? Ну, потому что зима, холодно, все равно дома сидишь, что в городе не особо интересно. Я думаю, надо больше времени за городом проводить. А в деревне тепло, да? Деревня отлично, бабушкина любовь согревает. Гуляем, покупаем. Я улетаю в другой город. Внуками занимаюсь, больше ничем. Ни на что времени не хватает. Я даже не знаю, что это за слово выходной. Надо работать, пока живется. Хорошо, выходные отдыхаем, гуляем, вот с дочкой гуляем. Работаю. Выходные я провожу по-разному, а в основном работаю, потому что выходные что, выручка больше. Позитивный товарищ насчет выручки. А мы продолжаем дальше. Напоминаем, что завтра отмечают День российской науки. И сегодня у нас в гостях Елена Гавриловна Маклашова, исполняющая обязанности заместителя директора, старший научный сотрудник Центра этносоциологических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Сибирского отделения Российской академии наук, Федерального центра, Якутский научный центр, Сибирского отделения Российской академии наук. Вот так все сложно. Кандидат политических наук. Доброе утро. Елена, доброе утро. Расскажите нам немного об институте, чем он занимается. Ну, прежде всего, хотела бы сказать, что Институт гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера – это единственный комплексный научный исследовательский центр гуманитарного профиля. В частности, мы изучаем языки, фольклор, литературу, историю народов Северо-Востока Азии. Мы единственные такие на Дальнем Востоке, и ареал исследования у нас простирается на Дальний Восток и частично Сибирь. Но основной задачей института является, это, конечно, сохранение этнической самобытности, культурного наследия народов Республики Саха-Якутия прежде всего. У нас имеется 5 различных отделов и одна лаборатория, 1 центр. Это отдел истории и арктических исследований, археологии, этнографии, якутского языка, северной филологии, фольклора и литературы, Центр этносоциологических исследований и такая новая лаборатория «Молодежный человек в Арктике». Конечно же, да, основные задачи связаны действительно с исследованием именно языка, литературы, фольклора. Ну и вторым основным направлением является исследование исторических процессов, начиная с древнейших времен, как вы знаете, с палеолита. Да. Мы изучаем освоение Арктики, этногенез, менталитет народов. И поскольку у нас высококвалифицированный состав, институт участвует в историко-культурной экспертизе, этнологической экспертизе, проводим этносологические исследования. И надо сказать, что вот институт был создан Платоном Алексеевичем Аюнским в 1935 году, и этот год у нас юбилейный, исполняется 85 лет. И вот череда таких юбилейных мероприятий у нас начинается 13 февраля, в День родного языка. Будет официальная презентация основного важнейшего труда, это полувековой научный труд наших лексикографов, это вот большого толкового словаря. Ну вот у нас вот фотографии идут, да, и там одна из фотографий в самом начале как раз была, она была связана с археологическим направлением работы вашего института. Вот раскопки вы проводите, какие там, может быть, артефакты нашли интересные? Да, вот в последнем отчетном периоде значит, наша археологическая группа была на Новосибирских островах, это остров Столбовой. При шурфе была выявлена вкладка кремниевая на ножевидной пластине. И вообще вот тоже надо сказать, что археологи наши
внесли корректировку в датирование начала ранней эпохи куланатакской культуры. Если это говорилось о 14-16 веках, то сейчас это можно говорить о 10-12 веке. То есть на острове Столбовой, да, получается, тогда уже будет кто-то, так понимаю? Нет, Или- это немножко нет. Это, или- значит, раннекультурская культура была, кстати, ареал ее немножко расширился. Это в Кобяйском, Сунтарском Улусе. Вот, ну, это вот такое основное, да. А вот в Якутске, вот те, которые раскопки были в районе бульвара Учителя, может быть, там что-то вот, что там находили вообще? Ну, Монетки, да? кстати, вот по этому вопросу вы можете к нам подойти на открытый день открытых дверей в Институт гуманитарных исследований. Просим в наш отдел археологии более подробно вам как раз таки и расскажет. Поэтому, да, Какие последние научные достижения можно отметить среди сотрудников? Ну, прежде всего, это вот большой толковый словарь. Между прочим, отмечу его уникальность, потому что среди всех тюркских языков это единственный такой толковый словарь, изданный на 2 языках, русском и якутском. Там собрано 80 тысяч различных слов и фразеологизмов, и он такой полный, четкий, ясный о каждом слове. Ну и вы, наверное, слышали о трехтомнике истории Якутии, который сейчас завершается издание, там последние уже иллюстрации подбираются. Здесь уже систематизирован исторический материал, начиная с древнейших времен по современное время. И работа тоже велась с 2014 года, которую инициировал как раз президент Республики Саха-Якутия, тогда еще Граф Афанасьевич Борисов, и поддержало правительство наше. Надо сказать, что в прошлом году у нас была презентация официально 21-томного издания Саха-Бутурдара, где собраны локальные образцы якутского ланхо. Имеются достижения в работе по документации, научной документации, конечно же, языков и фольклоров коренных малочисленных народов Севера. Издаются монографии, словари-указатели, это и учебные пособия. Так вот, в 2018-2019 году были изданы монографии, посвященные ранее неизученным, допустим, верхнеколымскому, нижнеколымскому говору эвенского языка, словари, указатели имен собственных персонажей эвенкийского и эвенского эпоса, а также монография по категоризации кагирского языка. Ну и мне кажется, стоит отметить, что одним из научных направлений в институте ведутся это комплексные междисциплинарные исследования, в частности, это как мировые уже тенденции, связанные с проблемами адаптации человека к климатическим изменениям и влияние холода на повседневную жизнь населения, а также изучение геообразов Арктики, геокультурных ландшафтов. Такие интересные. Вот вы занимаетесь проблемой национальной политики, вот ваша книга, да? Моя. Да, вот буквально недавно вы защитили докторскую диссертацию, да, ждете подтверждения. А какая тема была диссертации? Тема диссертации как раз связана с национальной политикой. Ну, я, конечно, защищалась по социологии управления, поэтому управленческая тема была. Особенности управления политическими сообществами на Дальнем Востоке России. То есть у меня территориально как раз охватывал Дальний Восток. В завершении нашей программы у вас есть возможность поздравить ваших коллег с наступающим праздником. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю, конечно, крепкого здоровья, дальнейших успехов. И пусть, конечно же, наша профессиональная работа будет вам всегда в радость, и вы были полны новыми идеями, и результативность вашей научной деятельности всегда была подтверждена и общественностью, и, соответственно, мировыми. Спасибо, Елена, что подошли к нам в студию. Спасибо Хочется тоже вас поздравить с наступающим праздником, пожелать Поздравляю удачи в вас. вашей научной деятельности, творческой, и пусть все будет хорошо. Да, и новых открытий. Спасибо большое. Благодарю. Да, вот передают привет с Нюрбы всем из Да. Якутска. Нового дня, отличной пятницы. Ну а на этом короткая пауза. Доброе утро. Вот так вот все быстро меняется. За 1 минуту мы были там, уже здесь, и готовы опять поздравить вас с тем, чем вы сами себя поздравляете, и отправляете свои сообщения на наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Да, привет из Нюрбы нам поступил. Всем отличной пятницы. Также Раю поздравляют с днем рождения, желают счастья, много-много денег и крепкого здоровья. Мы присоединяемся к поздравлениям Рая с днем рождения. Да, вы можете успевать отправлять, пока у нас будут новости на нашем канале.
В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. В Якутии весной специальные группы отберут пробы с перелетных птиц на выявление вируса. Об этом сообщает ЕСИА. Многие охотники республики переживают, что из-за коронавирусной инфекции может быть запрещена весенняя охота на водоплавающую дичь. Как рассказал министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев, по переносу данного вируса перелетными птицами научно подтвержденных фактов нет. Он добавил, что в случае обострения ситуации и при наличии объективных причин, возможно, будут приняты ограничительные меры. Программу социально-экономического развития Арктики до 2025 года внесут в правительство на рассмотрение до 20 апреля. Об этом сообщил представитель от парламента Якутии в Совете Федерации Александр Акимов. В документе будут содержаться вопросы строительства социальных объектов, детских школ, садов, развития связи и телекоммуникаций, создания условий для развития базовых традиционных отраслей коренных малочисленных народов Севера. Цель программы – повышение уровня социально-экономического развития арктической зоны России. В Якутске обсудили будущее якутского алфавита по системе Брайля для людей с проблемами зрения. В круглом столе приняли участие члены общества слепых, ученые и общественники. Основным вопросом стало улучшение ранее разработанного алфавита. Напомню, еще в 90-х годах 5 разных авторов создали правописание якутских букв шрифтом Брайля. Методика Ивана Егорова-Горного стала практически единственной широко распространенной. Вот уже четверть века все книги на якутском языке для слепых и слабовидящих печатают именно по его методике. Ежегодно проводятся егоровские чтения. Ежегодно проводятся разные конкурсы на лучшего чтеца, на лучшего певца. Встречи организовывались с ним. Нынче в этом году Ивану Николаевичу Егорову-Горному исполнилось бы 85 лет. Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом. Федеральный закон вступил в силу еще 30 января. В документе указано, что оба предмета теперь приравниваются к гражданскому охотничьему оружию. Чтобы использовать лук и арбалет на охоте, необходимо зарегистрировать их в Росгвардии. После этого владелец оружия получит охотничий билет и разрешение на хранение и ношение. Кто-то уже заявляет, что закон недоработан, сетует на то, что в нем не указаны, какие именно луки и арбалеты нужно регистрировать. Якутский мастер Николай Аржаков, который занимается изготовлением якутских традиционных луков, считает, что в законе необходимо разграничить луки по категориям. Я думаю, что вот этот закон будет действовать для спортивных луков, да? В первую очередь теми луками, которые вот это... спортсмен охотится на животных, да? Это блошные луки и спортивные луки, которые имеют прицел и вот это. А вот те, которые вот самодельных для луков, наверное, не распространится. Каждая деревяшка, нельзя же там разрешение получать на каждое. Видимо, так, я думаю. Аномально теплая зима немало удивила жителей Санкт-Петербурга. Так, в северной столице в январе зацвели подснежники, одуванчики и даже розы. Однако пришедшее на смену оттепели похолодание еще больше порадовало горожан. На берегу Финского залива распустились ледяные цветы. Уникальное природное явление лишь на первый взгляд кажется чудом. У специалистов этому имеется вполне научное объяснение. Для того, чтобы лед собрался в игольчатые бутоны, температура самого льда должна быть около нуля. Погода безветренная, а температура воздуха опустится до минус 20 градусов Цельсия. Только при соблюдении этих условий влага начнет конденсироваться на поверхности воды и застывать в форме кристаллов. Жаль только, что ледяные цветы недолговечны. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь, впереди еще много актуальных новостей. Спасибо большое, коллегам. Анастасии. Мы продолжаем наш эфир. Да, еще одной новостью готовы с вами поделиться. У нас стартовала стартап-школа. Буквально недавно прошла она в Якутске. Что это такое? Об этом мы поговорим с Авина Данилова,
Савина Савина. Данила. Да, вот репетировал специальное имя. Интересное имя, да, у начальника управления партнерских и акселерационных программ венчурной компании «Якутия». Савина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что за школа, стартап-школа? Кто может стать ее участником? Стартап-школа – это, получается, результат сотрудничества нескольких институтов развития, которые заняты в инновационной сфере. Это венчурная компания Якутия, технопарк Якутия, фонд развития инноваций и студенческий бизнес-инкубатор «Орех». Мы его провели в этом году впервые. Главная цель этой стартап-школы – научить ребят, которые хотят открыть свой бизнес именно в сфере инноваций, да, тем основам, которые на основе, скажем так, знаний, полученных в MIT, Массачусетском технологическом институте. А кто вот является участниками этой школы? То есть кто может прослушать Молодые эти лекции? люди, студенты. Так как это мероприятие было бесплатное, у нас совершенно не было никаких требований, то есть любой желающий мог подать заявку. У нас были как студенты, да, так и начинающие предприниматели. В основном это, конечно, была молодежь. А сколько всего вот участников? Было больше 50 участников, и мы получили очень хорошие отзывы. То есть такой программы еще в Якутске не было. И собрались те ребята, которые активно участвуют в общественной, да, в бизнес-деятельности. Вот. А длительность обучения какая была? То есть это прошло уже? Да, это проходило 2 дня. Проходило в IT-парке, в точке кипения. Вот. У нас были очень интересные спикеры. Главными спикерами выступали те люди, которые как раз-таки прошли обучение в MIT. Это Татьяна Бравина, руководитель региональной команды MIT, которая проходила там обучение. И она же является партнером акселератора B8. И также Анисия Лазарева. Она является директором студенческого бизнес-инкубатора «Орех». Кроме этого, у нас были приглашенные спикеры, выпускники акселератора B8, выпускник акселератора Сбербанка и 500 стартапов. И были другие приглашенные лекторы, в том числе по теме психологии успеха стартапов и введения отчетности и налоговых документов. Планируется ли повторить мероприятие? Станет ли вот данный проект долгосрочным? Да, мы надеемся, что этот проект станет долгосрочным. Планируем его повторить летом, то есть расширить его. А вот где будет заявки подавать можно? Заявки можно будет подавать через систему Leader ID. Также можно будет подавать заявки через наш Инстаграм B8 Accelerator. Вот по поводу итогов, да, ну вот 2 дня занимались ребята, что они получили? Какую-то бумагу или еще какие-то возможности дополнительные? Да, в первую очередь, конечно, они получили знания, которые были подкреплены практикой. Вот. Они также получили сертификаты об участии, и в конце 2-го дня они рассказали о своих проектах перед комиссией, которая давала рекомендации по участию в акселераторе B8. Наверное, возникает такой вопрос, да, что акселератор. Да, акселератор B8 – это программа поддержки стартапов. Она включает в себя и образовательную, и менторскую, и финансовую поддержку. Она проводится 2 раза в год. В прошлом году мы провели 2 потока акселератора. В этом году идет набор в 3-й поток. Да? Сбор заявок длится до 16 февраля. В принципе, смотрящие эту телепередачу люди тоже могут податься. Вот. Что для этого нужно? Иметь какой-то проект уже, хотя бы идею? Да, нужно иметь проект, вот, нужно иметь команду, хотя бы 2 человека, да, чтобы это был не 1 человек. И, конечно же, подробности можно посмотреть на нашем сайте b8accelerator.com, либо на нашем инстаграм-аккаунте. Папа, мама, я, стартап, семья.
вот в голову сразу приходит объединиться с семьей, какой-нибудь проект придумать и его запустить. А вообще вот венчурная компания, она чем занимается? Какие основные направления у вас работы? Да, это как бы частый вопрос. Многие не знают, что такое венчур, да? Это получается от слова венчур, то есть рисковый. Венчурная компания — это компания, которая собирает капитал и инвестирует, финансовый капитал, и инвестирует в высокорисковые проекты. Высокорисковые проекты в данном случае это, получается, технологические инновационные проекты. Которые могут выстрелить, могут не выстрелить. Да. А вот, кстати, вот из тех проектов, которые подавались, вот направления у них основные какие были? Направление основное — это которые... информационные технологии. А что именно они предлагали? Очень различные проекты, то есть, получается, там есть различные агрегаторы, да, есть проекты, связанные с искусственным интеллектом, то есть набор очень широкий. Вот буквально на днях я видел еще одну рекламу, связанную с проведением школы. Один из специалистов индрайвера будет готовить. Тоже связано с вами, да? Или это больше не связанная с вами какая-то школа? Это отдельная, я думаю, частная инициатива компании Driver. Потому что вот есть возможность тоже у ребят пройти там и обучение какое-то по программам. Спасибо большое, Савина, что подошли к нам в студию. Девушка с интересным именем, Савина Данилова, начальник управления партнерских акселерационных программ венчурной компании Якутия. Хочется пожелать удачи, чтобы таких проектов было больше, и наши ребята действительно добивались больших высот непосредственно и в технологическом плане тоже. Спасибо, Савина. Ну а у нас впереди небольшая пауза, после которой мы продолжим. В студии ожидаем мы также гостей по теме Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы 2020». Что это такое, узнаем после рекламы. Хорошее настроение, пятница, 7 февраля. Почему хорошее? Потому что вы его встречаете вместе с нами, с новым днем. А еще оно хорошо, потому что сегодня пятница. А еще потому что погода хорошая. Да, давайте ознакомимся. Может быть, будет. Сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах в 6 часов утра составила минус 42, минус 43 градуса. Днем ожидается до минус 34-37. В Заречных минус 43, минус 46 утром, днем минус 35, минус 39. В Южных улусах минус 32, минус 35 утром, днем минус 23, минус 26 градусов. В Вилюйских улусах минус 35, минус 45 утром, днем до минус 29, минус 39 градусов. В Нижнеленских минус 45, минус 48 утром, днем минус 41, минус 43 градусов. А в западных улусах минус 23, минус 36 утром, днем минус 18, минус 28. В Колымендигирских улусах минус 27, минус 40 утром, днем минус 26, минус 39 градусов. В Янских минус 30, минус 40 утром, днем минус 31, минус 38. На северо-западе минус 28, минус 35 утром, днем минус 22, минус 32 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 43 градуса, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду, днем в городе Якутске ожидается минус 37, минус 39 градусов. Ну вот не знаю даже сказать, хорошая погода или не очень. Ты как сама тут? Ничего не говори. Или у природы нет плохой погоды, всякая погода благодать, да? Ну, наверное, это так, потому что рано или поздно придет весна, все расцветет и будет хорошо и замечательно. Все меняется, в том числе кто-то хочет изменить свою работу. Для тех мы предлагаем вакансии, которые предлагает Центр занятости населения города Якутска на сегодняшний день. Внимание на экран. Сегодня требуется юрисконсульт, высшее образование, опыт работы не менее 3 лет, знание корпоративного права, опыт работы в сфере закупок, знание 223 ФЗ, 44 ФЗ.
Медицинская сестра процедурной требуется наличие профессионального образования, сан-минимум, опыт работы от 3 лет, соответствующий сертификат и зарплата от 51 тысячи рублей. Требуется фельдшер, фельдшер-здравпункта, среднее специальное медицинское образование по специальности лечебное или сестринское дело, стаж работы не менее 1 года и действующие сертификаты соответствующему профилю. Зарплата от 35 тысяч рублей. Если вдруг вас заинтересовали эти вакансии, и не только, вы можете о них подробнее узнать в Центре занятости населения города Якутска или в их фронт-офисах Петра Алексеева, 19/3. А на очереди наша рубрика для всех ценителей искусства. Сегодня мы познакомимся с творчеством того, кто один из первых в России применил художественный метод импрессионизма – Леонард Туржанский. Он мыслит и чувствует цветом. Так говорят искусствоведы о художнике Леонарде Туржанском. Это один из интереснейших художников начала XX века. Он очень тонко и точно передает определенное состояние природы. Леонард Туржанский – ученик Константина Коровина, Валентина Серова, но он не стал их подражателем, а выработал свой собственный язык и нашел свою излюбленную тему. Это простые русские пейзажи, уральские пейзажи. Это избы с покосившимися заборами, это природа. И в его картинах явно чувствуется воздух, цвет и свет. Он черпал свое вдохновение в своей маленькой деревушке, маленький исток под Екатеринбургом. Его работы, самые лучшие, покупала Третьяковская галерея. Он печатался в дореволюционной печати. Издавались открытки с его пейзажами. И он был прекрасным анималистом и оживлял свои пейзажи такими домашними животными, как куры, козочки. Очень любил рисовать лошадей. Удивительный мастер, который действительно работал с цветом. Художник-патриот, который оставил нам свое наследие и показывает в своих картинах любовь к родине и к природе. Позитивная, хорошая рубрика. Очень полезную информацию в ней дает. Спасибо, Катерина. Ты же ее делала. Пожалуйста. Мы продолжаем. У нас на очереди сообщение. Здравствуйте, ведущий нового дня. Еще раз поздравляю моего старого друга Феоктистову Прибылых Марию Васильевну. Поздравляю, желаю всего хорошего, здоровья, счастья, попутного ветра. Живет она в Намском Улусе. Ваш старый друг Легентей Иннокентий Титов, село Тюнгюлю. Вот у Легентея Титова с Тюнгюлю вообще столько знакомых. Вот постоянный наш зритель постоянно нам пишет. Ну, приятно, спасибо большое. Это очень хорошо, да. А еще, помимо того, чтобы посетить в эти выходные музей, сходить в кино, можно также посетить библиотеку. 8 февраля, это получается в субботу, завтра, пройдет Всемирная ночь Гарри Поттера. Поэтому для всех поклонников этого необыкновенного фэнтези приглашаются 8 февраля в смарт-библиотеку на Всемирную ночь Гарри Поттера. Акция, запущенная британским издательством Bloomsbury. Впервые во всемирной акции примет участие город Дальнего Востока, и это наш город Якутск. В этом году акция посвящена турниру 3 волшебников, книги «Гарри Поттер» и «Кубок огня». Очень обширная программа ожидается, поэтому приходите. С 14:00 начнутся все мероприятия. Приходите с детьми, приходите сами. Поклонники Гарри Поттера, я думаю, смотрят нас сейчас. Ну вот еще сказали, погода очень хорошая, наша природа-матушка очень любит нас, своих детей, поэтому старается помочь своим холодом против вирусов. Вот так вот, пусть холода еще поддержится. А у нас в студии гости: Александра Васильевна Яковлева, кандидат педагогических наук, проректор по научно-методической работе Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Доброе утро. И Полина Гуржий, участница конкурса «Большие вызовы», ученица 11 класса Якутского городского лицея. Доброе утро, Полина. Доброе утро. Александра Васильевна, в Якутии появился центр по выявлению и поддержке одаренных детей. Расскажите нам, что это за центр?
Но с 2017 года, да, у нас с декабря функционирует этот центр. Это произошло, когда наша республика подписала соглашение с фондом «Талант и успех». Ну, вы, наверное, знаете, что фонд «Талант и успех» учредил, да, на базе олимпийской инфраструктуры в городе Сочи, да, образовательный центр «Сириус». Председателем попечительского совета вот этого фонда является Владимир Путин. Так. И этот центр, образовательный центр «Сириус», работает со всеми одаренными детьми по выявлению, там, раскрытию, сопровождению их талантов. Да? И региональный центр по соглашению, да, был создан на базе Малой академии наук, нашей Малой академии наук. И с этого времени образовательные наши программы прошли, можно сказать, перезагрузку. Да? Мы сейчас работаем в новом формате, реализуем так называемые профильные смены. Так? И в этих профильных сменах в течение 14-21 дня школьники получают такой вот существенный толчок в своем развитии, да, именно предметных компетенций, и в развитии своих мягких навыков. А вот что вот это, да, за конкурс «Большие вызовы»? Но это вот как раз конкурс, основной конкурс, можно, наверное, назвать, да, образовательного центра «Сириус». Он у нас проводится в республике в этом году уже 3-й год. Значит, особенность этого конкурса то, что школьники, занимающиеся проектной, исследовательской деятельностью, да, представляют свои результаты своей работы. Так, в прошлые года мы, например, проводили этот конкурс вместе с нашими партнерами. Например, служба спасения, значит, предлагала нашим школьникам кейс по использованию квадрокоптеров в поисково-спасательных работах. Например, вот Полина была участником. Да, вот у Полины что был за проект, Полина? У меня был проект по поиску предрасположенности к ожирению генетическому. Да, у Якутов. То есть генетика была, да? Да, генетика. И что удалось доказать? К сожалению, у нас было очень мало времени на разработку проекта, и его нужно доработать еще. Но ты уже успела съездить и уже защищала, я так понимаю, этот проект, да? Да, я защищала этот проект, и в образовательном центре «Сириус» работала уже над другим проектом. А вот с чем он связан? Вот каким? Он также связан с генетикой, называется проект по поиску эпигенетических молекулярных маркеров возраста и старения. Вот так вот. Для 11 класса эта тема просто... Вот у меня прямо. Видимо, тоже уже в последующем хочешь стать человеком, кто связан с наукой, с генетикой. Да, я бы хотела продолжить свое развитие в биологии и химии. Ну вот Полина как раз стала призером Всероссийской олимпиады школьников по биологии нашего регионального этапа. Да? Она неоднократный у нас дипломант Всероссийского турнира юных биологов. И вот эти академические знания как раз, да, в конкурсе, они уже идет стыковка с какой-то вот профессиональной областью. И появляются у наших вот школьников такие вот интересы уже к будущей своей профессии, наверное, через этот конкурс. Полина, а какие впечатления у тебя общие от конкурса? Познакомилась с ребятами? Да, конкурс очень понравился. Большие вызовы прекрасны тем, что они объединяют единомышленников. То есть ребят, которым интересна определенная область науки, которые хотят в ней развиваться. И именно работая над проектом мы можем пробовать себя в чем-то новом, работать как настоящий ученый в лаборатории. И большие вызовы позволяют уже сейчас в школьном возрасте попробовать себя в той сфере, в которой ты хочешь развиваться в дальнейшем. То есть уже в студенчестве, в взрослой жизни. А вот какие-то наставники, возможно, там были? Да, у нас были, конечно же, тьюторы, как на региональных, так и на заключительном этапе, которые помогали нам работать над проектом. То есть это были какие-то научные работники? Да, это были научные сотрудники лабораторий. Ну, например, вот по проекту у нас Полины в республике, да, тьютором был Романов Георгий, научный у нас сотрудник лаборатории молекулярной генетики Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального университета. И вот на базе того оборудования, которое у нас существует, да, они делали вот этот проект. Спасибо вам большое, что подошли утром в эту студию. Хочется пожелать вам успехов в научной деятельности. Малая академия наук
еще больше талантливых наших детей. Уверен, что они у нас в республике есть, их огромное Конечно. количество. И поздравляем с наступающим праздником, Днем российской науки. Пусть у вас все Удачи получится. вам, спасибо. Ну а наша программа подходит к концу. Встречайте наших коллег из якутского блока Пелагею Буртахову и Алексея Лукина. Ну а понедельник нового дня встречайте с Евгением Гурулевой и Максимом Гоголевым. Отличных выходных. Пока-пока.